Ladies and gentlemen, our next fight of the night is scheduled for 3 5-minute rounds in the bantamweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 166 centimeters tall. His official weight, 62.55 kilos. His pro record stands at 14 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, here is Walter Junior Preto Pereira. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 167 centimeters tall. His official weight, 63 kilos. His pro record stands at 16 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Narin, Kyrgyzstan, here is Kanat Tyson Geldimeko. And our referee in charge of the action, Herb Dean. Herb Dean, рефери восьмиугольники. Говорят о некоторых сходствах Канатбека Келдибекова с Тайсоном, но вот эта косичка как раз нам отсылает к другому, не менее легендарному бойцу, это Костя Дзю. 172 сантиметра размах рук, чуть больше, соответственно, чем у бразильца, у Канатбека. Внутренний лоу-кик. Отвечает руками Перейра. Внутренний лоу-кик. Плотно пробивает Вальтер Перейра. Серьезная анатомическая особенность у Вальтера Перейры. Торчат ребра у него достаточно ярко. И, пожалуй, плотное попадание по корпусу может доставить кучу неприятностей и неудобств этому бойцу. Оверхенд от бразильца. Пошел вперед активно Вальтер Перейра. Попытка перевода в партер. Отзащищался Келдибеков. Прихватывает шею. Старается уплотнить захват. Удары коленями. Еще разок. Не рискует запрыгивать он для завершения гильотины. Сохраняет. Пытается сохранить этот захват. Освобождается от него Перейра. Левый боковой от Перейры. Проходит половина первого раунда. Достаточно размашисто. Снова идет вперед Перейра. Как будто готов к этому Канатбек. Достаточно плотный лоу-кик прошел. Хороший супермен-панч в связке с лоу-киком. Очень эффектно, но дошел только лоу-кик. Да, базовый джитсер Перейра очень здорово, очень вариативно действует. Перестал, кстати, проваливаться. Чуть более
в экономном режиме действует. Попадание левой рукой. На скачке очень здорово, и апперкот мимо. Промахнулся и очень неудачно остался на дистанции Келдибеков. В размене чуть более точен, на мой взгляд, был Канатбек. Колено в прыжке. Показывает, что все нипочем Канатбеку. И поджимает. И попытка подхватиться под ногу. Перевод, пожалуй, таки состоялся. Кричат из угла Канатбека, что 10 секунд. И действительно здесь не нужно ничего выдумывать против базового джиссера, который может любую... Старается душить даже из этой позиции Перейра. Очень сложно было это сделать в связи с расположением его корпуса по отношению к его оппоненту. Поэтому мы и комментировали этот момент как острый, связанный с гильотиной. Сейчас был интересный очень эпизод. Перейра утверждал, что немножко неряшливо обошелся с ним Канатбек, когда вставал, наступил ему на пах, но Хербдин все видел и объяснил, что здесь избавлялся от гильотины, которая была до последних мгновений замкнута на его шее, и, безусловно, делал это без какого-либо злого умысла. Хотя при этом, опять же, он, насколько я понимаю, с главным судьей сейчас совещается. Да, готовы спортсмены, поехали. Хороший лоу-кик в исполнении Перейры. Очень легкий на ногах Канатбек. Попытка перевода. Есть перевод в исполнении Перейры. Он сразу оказывается в сайд-контроле. Вот здесь уже будет попытка гильотины. Она не получается. Поправляет экипировку прямо по ходу бразилец, но все-таки необходима для этого специальная пауза. Хай-кик. Передней рукой активно атакует Перейра. Лоу-кик. Старается встречать его Келдибеков. Хорошо попадает правой рукой сейчас Перейра. Правый прямой. Ставший уже привычным внутренний лоу-кик. Хорошо работает корпусом Канатбек. И в этих размашистых попытках он очень здорово ныряет и отвечает сам. Меняет стойки, пытается зацепить на дистанции. За счет джеба продвигается вперед. Опять там неплохая комбинация, что-то залетело. Гонит публика вперед Канатбека.
Видно, что оба очень осторожничают. Хорошая атака прошла у Перейры. И заводится алматинская публика. Начинает более ярко поддерживать Канатбека. Он просто обязан идти вперед и сейчас достаточно успешно начинает работать. Попытка перевода. Старается зацепить ногой ногу своего оппонента Келдибеков. Бьет коленями. Разворачивает его Перейра и снова отвечает на эти действия Келдибеков. Попытка зацепа изнутри не получается у Перейры. Опять размашисто, опять боковыми пытается добиться успеха Перейра. Хай-кик. Опасно за руку бил бразилец. Фронт-кик. Хороший удар по корпусу получился у Перейры. Лоу-кик Келдибекова. Снова прихватывает захват на шее Перейра. Достаточно плотный. Ну и как в первом случае, расположение его корпуса не совсем удобно для завершения. Пропускает своего оппонента. Сайд-контроль, но захват достаточно плотный. Но не дает крутиться под себя. Не дает улучшать позицию. Разворачивается, все равно пытается выжать максимум. Цепляет хотя бы левой ногой одну из его ног, чтобы доделать этот прием. Очень интересное завершение может получиться. Очень нестандартно выполняет эту технику Перейра. Да, Шансы Келдибека. Тревожно было болельщикам за Канатбека. И последние секунды, как попадает Джеба. И в ответ двойка. Да, такие две жирные точки просто поставили во всем раунде бойцы. Вот оно, бразильское джиу-джитсу во всей красе. Да, очень интересная позиция. Он второй раз уже оказался с захватом на шее. Ну, не совсем удобной позиции, стандартной позиции для гильотины. Ну, пытался зацепиться хотя бы ближней ногой за ногу своего оппонента, чтобы сделать захват более плотным и быть максимально близким к завершению. Очень интересный эпизод. Ну что, интрига нарастает. Мы перемещаемся в заключительный отрезок этого боя. По-своему хороший тот и другой. Как гласит известное выражение, в кавычках, чье джиу-джитсу сильнее, мы сейчас выясним. Хорошо встретил передней рукой Келдибеков. Очень своевременно. Хорошая работа. Нырнул под руку. Бокс, конечно, видно, что большую часть жизни занимает у Канатбека Келдибекова. Потому как
Работа корпусом, работа на руках, очень уверенная смена стоек. Все указывает на это. Не останавливает поединок пока Херб Дин. Прихватывает удушение Перейра. Захват достаточно плотный. Соскальзывает и оказывается в маунте. Он снова за спиной. Пытается встать на ноги Канатбек. Сейчас за шею цепляться будет и тянуть вниз всячески Перейра. Или прихватывать ногу. Снимает одну из ног Келдибеков, чтобы стряхнуть своего оппонента. Но очень плотно прихватывает его Перейра. Оказывается сверху Келдибекова. Защищался здорово в этом эпизоде. Как же быстро меняются у нас события. Потрясающая атака была от Перейры. Очень красивое колено в прыжке. Очень активно работает он снизу. Делает все, чтобы не допустить активное добивание со стороны Келдибекова. Поджимает его к себе. Очень плотно удерживает захваты. Постоянно перемещается. Меньше 2 минут до окончания третьего заключительного раунда. Защищался от потенциального треугольника. Хорошо поработал плечами. Предпринимает попытку встать Перейра за счет сетки. Обрабатывает левую ногу, ее, вернее, бедренную часть. Снова переводит вниз своего оппонента Келдибеков. Минута. Восстанавливает гард Перейра. Пробует бить локтями Келдибеков. Достаточно пассивен, находясь сверху. Херб просит быть активнее. Ну и сейчас, я думаю, включится все-таки Канатбек. Здорово! По голове еще попадает! Начинает добивать, и время заканчивается, но готов был бразилец продолжать. Видимо, все-таки несколько раз очень тяжело попал по нему Канатбек. Ну, блестяще! Это был очень хороший поединок, очень яркий на эмоции, очень жесткий. И аплодируем мы вместе с Аюбом как раз ближнему к нам, в частности, гостю Алматы, бразильцу. Ну и Канатбек показал невероятное стремление и желание идти вперед. Выкручивался из сложных ситуаций. Однако решение судей впереди. И только тогда мы узнаем, кто победил.
Ladies and gentlemen, after completing the scheduled 3 rounds, our judges at cage side have declared your winner by split decision. Walter Junior Branto